Столетие образования автономии Чувашия будет отмечать дважды в июне и в августе. Как рассказала на еженедельном совещании вице-премьер правительства региона Алла Салаева, в сам День Республики 24 июня массовых мероприятий не будет. Большинство культурных событий принесут на август совместно с Днем города Чебоксары. На это время прогнозируется выход из третьего этапа снятия ограничений в связи с коронавирусом. Но совсем без праздничной программы в свой день рождения Чувашия не останется. Пандемия заставила серьезно скорректировать планы юбилейных торжеств. Так пришлось отказаться от презентации Чувашии в других странах и регионах, от участия в международных выставках. Многие мероприятия и акции, которые были запланированы на июнь, пройдут в онлайн-формате. В преддверии столетия автономии, отметила Алла Салаева, в республике провели серьезную работу по реконструкции культурных объектов, благоустройству парков и общественных пространств. К столетию постановлением правительства утвержден план реставрации, и уже обновились более 50 учреждений культуры, музеи, театры, клубы, и сюда направлено более полумиллиарда рублей. Не обойдется и без открытия новых производств. Так, на 23 июня запланирован запуск газовой котельной в Канашском технопарке и открытие там предприятия, которое специализируется на холодильном оборудовании. Завершены все строительные работы, завезено первичное оборудование, и буквально на той неделе произведена отгрузка первой продукции. Также 23 июня предлагается открыть уже в городе Чебоксары индустриальный парк, вторая очередь. Там будет запущен первый проект. Это идеальная кровля. Объем инвестиций 150 миллионов рублей. В деловой программе Дня Республики заседание Высшего экономического совета. Он обсудит программу развития региона на ближайшие 5 лет. 24 июня в России станет нерабочим днем. В Москве пройдет парад Победы. В Чувашии мероприятий с участием большого количества людей в этот день не будет. Но сопричастность общему празднику можно будет почувствовать. Так, в Красных Читаях откроют обновленную площадь Победы и пешеходную аллею. Сегодня там завершаются работы, вложена брусчатка, также построен современный фонтан. Именно там установить экран и посмотреть парад Победы, который будет проходить в Москве. А в Чебоксарах 24 июня откроют после реконструкции Красную площадь. Провести там массовые мероприятия также пока не получится. Но для жителей республики организуют трансляцию основных событий праздника. В день рождения Чувашии запланировано также открытие выставки костюмов в Национальном музее. Коллекцию привезет историк моды Александр Васильев. Остальных культурных событий придется подождать. Мюзикл «Нарспи» под открытым небом, фестиваль классической музыки на берегу Волги, Русь мастеровая, фестиваль фейерверков, театрализованное представление – все это запланировано на середину августа. В Рио главы Чувашии Олег Николаев предложенную программу в целом одобрил и поручил активизировать в муниципалитетах работу по награждению медалями в честь столетия автономии. Пандемия пандемией, заметил руководитель региона, но нельзя забывать о тех людях, чей вклад в развитие республики должен быть отмечен соответствующим образом. Юлия Скрябина, Вадим Владимиров. Вести, Чувашия.